Всем привет, дорогие друзья! В эфире программа «Пропеллер». Всем привет! Наш первый сюжет посвящен концерту известного рэпера по прозвищу Скриптонит, который приехал к нам в город. Было очень весело, очень здорово, потому что он приехал с музыкантами, было живое выступление, было очень круто. Ребята, вот, которые сходили на концерт, даже некоторые песни-то не узнавали, потому что артисты играли вживую на настоящих музыкальных инструментах с новыми аранжировками. Твой кто исполнитель любимых рэп? Под кого ты, не знаю, там, красишься, готовишь еду, может быть? Под кого ты ролики в Инстаграм записываешь, там, когда вот так вот делаешь? Есть даже классная песня, да, в которой вроде бы как и девочка поет таким милым голосом, так ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а потом в припеве йоу та на 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 та та та. Кто это? Кто? Не ходи вокруг да около. Кто это? Кто это? Кто это? Это Вячеслав Брешев. На стекле рисуя мутные узоры севера, снова рифмуя. Давайте признаем, тоже даже признаваться не надо, но все слушают рэп, потому что сейчас он на радио, во всех социальных сетях, под всякими разными Ты его видео. не захочешь слушать, Да, а будешь ты будешь слушать. слушать рэп всегда. Это как проклятие какое-то звучит, ты будешь. Слушай рэп всегда. Не Африка. Это мейнстримовая музыка, и надо к этому спокойнее относиться. С интересом вообще относиться к любому музыкальному проявлению. Нет-нет, да ты что-то новое для себя узнаешь. Но главное, что народу в зале было много. Слушали, восхищались. Значит, не все было зря. Поэтому давайте посмотрим, как же все-таки это было. Прочувствуем энергетику, которая была в зале на тот момент. Всем привет! Сейчас мы находимся в спортивном комплексе 50 лет Победы, где вот-вот пройдет концерт самого популярного представителя лейбла Gas Golder Скриптонита. Можешь описать меня, Скриптонита, 3 словами? Казах, 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 Казах? русский, Казахстан, хороший человек, красава, рэп, топ, крутой, записывался с Липова, лысый, Он не лысый. харизма, стиль, бритый, да, не бритый, как это называется? Я не знаю. Мужчина. Певец, молодец, брутальный, Горячий. братишка. Братишка? Скриптонит же раньше битмейкером был, знаете, да? Сейчас мы узнаем, насколько хорошо поклонники Скриптонита знают его творчество. Продолжит вверх. Продолжит вверх. У тебя есть любимые треки исполнителя? Да, Ламбада. Ламбада. Лям. Это любовь. Выбор без вариантов. Да, есть. Какой? Локоны. Какой? Локоны. Еще раз? Локоны. Продолжи, подожди. Братан, продолжит вверх. Ламбада, мы танцуем у баров весь день. Выбор без вариантов, все, что ты нам дал. Продолжи трек «Я дарю стиль». Тем, кому до него не делать. А танцуем. И все равно это не вставить. Я тебе подыграю, если что-нибудь. меня голоса нет. Совсем не певец, извините. Баскетбитовским боже паладар. То есть весь припев такой. Ну, повторяй тогда. Выбор без вариантов, все, что ты нам дал. Ты, кстати, на него очень похож. Мне это говорили, да. Сейчас мы найдем истинного фаната Скриптонита. Вы знаете, что значит этот жест? А вы знаете, что значит этот жест? Нет. Это 6, это Дрейк. Что? Нет. Не особо. Он всегда шестерку использует, нет? Это не шестерка, во-первых. Нет, не знаешь. Р типа. Так посмотреть, кто А ты шестерка. вот так посмотрел, да? Да. Это Россия. Нет, конечно. Да, знаю, Павлодар. Это Павлодар это? родной его город. А мы идем дальше. Скриптонит или фараон? Скриптонит, конечно. Оба нормально отношусь ко всем. Скриптонит. Скриптонит или фараон? Фараон. Скриптонит, конечно. Скрипи. Путин. Скриптонит.
Ну а второй сюжет наш по традиции это опрос. Марина вышла на улицы и спросила наших горожан, какие же профессии у нас востребованы и на кого пойти учиться. На самом деле очень много оказалось востребованных профессий, очень много технических специальностей, нам не хватает инженеров. Людей, которые могут что-то делать руками. Да. Или могут подсказать другим, как это делается. Дело в том, что когда мы поступаем куда-то, мы не всегда осознаем, куда мы идем и кем же мы хотим в итоге стать, потому что все мы знаем, что в конце обучения школьного это ЕГЭ, седые волосы, очень много нервов, родители давят. Ты, бывает, поступаешь не туда, не на ту специальность, какую хочешь. Поэтому, мне кажется, очень важно узнавать у горожан, что же они считают главным, и чтобы можно было, так сказать, подкорректировать немного свое мнение. А мы напоминаем вам, что в нашем Восточно-Сибирском образовательном холдинге продолжается набор абитуриентов, поэтому, если какие-то специальности, которые вам интересны, найдутся там, милости просим. Учениец это не ученица. Сегодня мы узнаем самые актуальные, нужные и популярные профессии для любого человека. Где, кем и как работать, на кого поступать – все сегодня. Как у вас дела? Отлично. Скажите, какую специальность вы считаете самой популярной? 90% людей, наверное, юристы все. Неизвестно. Популярным бы я посчитал бы проектного менеджера. Давайте посмотрим, что нам предлагает Центр занятости. Самые срочные вакансии. Повар, кассир торгового зала, уборщик производственных и служебных помещений. Менеджер того, всего, на всех звеньях. Медик. Таксисты у нас популярны. Слесарь, электрогазосварщик, электрослесарь, машинист крана автомобильного. Наверное, технические специальности какие-то. Не знаю, врачи, наверное. Очень сложный вопрос. Наверное, какое-нибудь экономическое образование. Полицейский. Мне кажется, сейчас более творческие профессии. Вся работа хорошая, выбирай на вкус. Любая. На кого учишься? 9 класс, круто, да? Я хочу стать тренером. Мне нравится с детьми заниматься. Они такие маленькие, милые. Хочу в Москву, в высшую школу экономики, да, экономический. Кем по жизни хочешь стать? По жизни? Суперменом! Суперменом! Я тоже так хочу на роликах кататься. Смотри, если бы запускали космический корабль, и туда попали бы только 3 самые нужные профессии, вот кто бы поехал? Врачи. Астролог. Космонавт. Ну, водитель в первую очередь, биотехнолог, чтобы выращивать там фрукты, овощи. Медик, ученый, инженер. Врач. Охотник. Врач. Учитель. Повар. Биолог, инженер. Сушист, да, поехал бы сразу, да. Врач. Физик или химик. Врач, если так серьезно взять, да. Нет, почему? Почему врач? Геолог, строитель и повар. Главное покушать, да? Да. И военный. Правоохранительные органы. Домохозяйка, наверное. Повариха. Ну и экономист, как же без него. Ну и каменщик, наверное. Трудовик. А третий, он просто командир военный. А кто развлекать будет? Ну, военный хорошо умеет шутить. Все-таки, как обычно, самые популярные профессии – это, конечно, юристы, экономисты, технические специальности. Выбирая свою профессию, вы выбираете свое будущее, поэтому будьте предельно внимательны. Всем пока! Ну а следующий наш сюжет посвящен отчетному концерту танцевальной студии Олеси Маливанник. Давно дружим студиями, и поэтому не могли пропустить этот концерт. Я считаю, что танцы — это очень здорово, поскольку сам в них ничего не понимаю, ничего не могу станцевать, и меня всегда восхищают люди, которые умеют хорошо это делать. Главное, эстетика нравится. Да, танцы – это часть нашей жизни. Вот на кухне блинчики делаешь, когда холодильника идешь, там ча-ча-ча-ча-ча-ча. В автобусе едешь в поезде, там через 17-й квартал, и все, у тебя танцы. Типа на пилоне крутишься. Пол-дэнс, знаете ли, ча-ча-ча, бачата. И если какой-нибудь человек не удержался за поручень, то там уже танго пошло. А брейк-данс? Ты подхватываешь. Брейк-данс — это когда ты спрыгиваешь с автобуса и на наледь попадаешь. Да, вот и там уже нижний брейк рака-макафо. пошел. Рака-макафо, конечно. Вот девчонки молодцы. Яркие костюмы, яркие танцы, яркие движения. И, подождите, там у Олеси это же только женские танцы, я все правильно понимаю? Нет, Там, по-моему... у Олеси занимаются не только девушки, занимаются еще и дети. Олеся дает им базу танцев. Мужчины, ты сказал дети. Ну, дети, ну, в смысле, мальчики, девочки занимаются. Дело в том, что танцующая женщина — это всегда красиво и прекрасно. И годы не властны над этим явлением. Танцующий же мужчина, с другой стороны, это даже по молодости лет не всегда хорошо, а уж... Это как я, да? Паралитик током ударит. Это закон жизни. Мальчики сидят и смотрят, девочки танцуют. Нет, нужно стоять вдоль стены спортзала и
Я просто пришел на школьную дискотеку. В шапке, в таблетки. На студии у Олеси Малеваник абсолютно не так. Прекрасная атмосфера. Там стоять нельзя. Там нельзя стоять, там нужно только танцевать или снимать, как это делали мы. Там хорошо соблюден такой баланс между вот спортивной и социальной составляющей. Это, с одной стороны, прекрасное хобби, с другой стороны, это все-таки спорт. То есть есть ОФП, девчонки там приседают, поджимаются, делают различные упражнения. Ну что, давайте посмотрим наш следующий сюжет. Танцевальной студии Олеси Малеваник в этом году исполняется уже 3 года. Как появилась идея создать студию и каких успехов достигли танцоры, узнаем прямо сейчас. Из моей танцевальной жизни мне запомнилось, наверное, больше всего открытие нашей студии. Вот Олеся Малеваник самое первое. Это было и волнение, и страх, и страсть выступить. И это, наверное, был самый первый раз, когда я раскрылась именно в танцевальной сфере. У нас не только танцы, у нас дружба между собой. И, конечно, все это у нас идет не просто так, у нас итоговый процесс – это наша вечеринка. Всегда у меня все равно душа лежала почему-то такому немножко, наверное, далекому от спорта. Именно то, что вот нравится мне, да, то есть когда ты выходишь на сцену, на паркет, не знаю, в танцевальный зал, ты чувствуешь, что ты девочка, красивая девочка. Это мероприятие всегда закрытое. В прошлом году как-то даже с мужем разговаривала на эту тему. Может быть, сделать его открытым. Он мне сказал умную вещь. Вы, когда собираетесь, то есть девочки приглашают своих близких, знакомых, родственников, да, то есть вы все равно одна большая семья. Очень светлая, очень классная. Если будут люди со стороны, будет, согласитесь, уже что-то не то. Я считаю, что вот это вот праздник души и тела именно для нас. Самое главное – это не столько движение, сколько эмоций и лицо. Бывает, что девочки танцуют с каменным лицом. Какой ты там идеально, точно будешь танцевать, это неинтересно, это на тебя не будут смотреть, ты не будешь зажигать. А если у тебя есть искра, если у тебя есть улыбка, это много даст в танце. Меня всегда спрашивают, что такое high heels, что это за направление танца. Я говорю, ну это типа Бейонсе. Он и не спортивный, но он такой женственный, красивый. Реггетон – это клубная латина вообще, по идее. Танцуется на песке и босиком. Это очень зажигательно. А, например, латина – это уже классический танец. Я вообще очень хотела латино очень давно заниматься. Это очень сложное направление, в котором нужно не только уметь танцевать, нужно уметь думать, нужно понимать каждый шаг, который ты делаешь. Появляется грация не только в движениях, но и в характере, появляется какая-то нежность. Танцы девушкам, на самом деле, вот, положу руку на сердце, они дают больше уверенности в жизни. Я чувствую отношения с их стороны, да, я иногда бываю жесткая, да. Они тут иногда плачут даже. Я их распустила, потому что они чувствуют мое отношение к ним. Вот эту вот чрезмерную любовь. И они вот так вот сюда вот уже присели. Ну, не вижу, наверное, минусов вот таких вот. Я сравниваю просто любую из профессий, и для меня это идеальная профессия. Без танцев я уже не представляю свою жизнь. Я планирую вообще с танцами связать будущую всю свою жизнь. Я собираюсь заниматься танцами вообще, пока не сломаюсь. Я сейчас благодарю Бога, наверное, что вокруг меня те люди, которые очень близки мне по духу. Для кого-то танцы — это просто прийти на дискотеку и подергаться. Для меня это моя жизнь. Но это была программа «Пропеллер». Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, на наш канал на Ютубе Проб ТВ и в наш аккаунт в Инстаграме prop.tv. Ставьте лайки и комментарии. Ходите на концерты, определяйтесь со своей будущей профессией, танцуйте. Мы работали для вас. Всем пока. Всем пока. Yeah, yeah, yeah.
Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭН. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего – маслом машины. Руки стилиста – водой душистой. У визажиста – румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.